День, уважаемые педагоги. Добрый день, уважаемое педагогическое сообщество. Сегодня мы продолжаем серию вебинаров по теме «Доступная среда». Сегодня с нами Демченко Оксана Андреевна. Она продолжит наши вебинары. Хочу вам напомнить, что после каждого вебинара вы имеете возможность пройти тестирование, и по итогам прохождения всех тестов вы получите сертификат. Поэтому, уважаемые педагоги, не забываем, проходите по ссылочке, регистрируйтесь обязательно и проходите тестирование. Ну а сегодня я хочу пожелать вам удачной работы, всего доброго. И еще минуточку такую маленькую, хочу. Значит, если у вас будут в процессе работы возникать какие-то вопросы, обязательно пишите в чате, мы это все увидим, обговорим, обработаем все вопросы, постараемся ответить на все ваши вопросы по уже итогам проведенного вебинара. Ну, а сейчас предоставляю слово Оксане Андреевне, пожалуйста. Все, спасибо. Итак, сегодня у нас будет вебинар на тему обеспечения условий доступности для инвалидов, объектов и услуг. Как вы, наверное, уже знаете и, может быть, встречали в нормативке, что сейчас наряду с термином «инвалид» в нормативных актах и специальной литературе используется еще такой термин, как маломобильные группы населения. Что это такое? Значит, это люди, которые испытывают затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения у нас относятся инвалиды прежде всего, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старшего возраста, люди с детскими колясками и так далее. Таким образом, это дает нам представление о том, что маломобильные группы населения включают в себя более широкую категорию людей, куда в том числе входят и инвалиды. Обеспечение доступности у нас заключается в изменении окружающей среды инвалида. В Конвенции о правах инвалидов определены два принципиальных подхода к созданию доступной среды жизнедеятельности. Это универсальный дизайн и разумное приспособление. Статьей 2 Конвенции о правах инвалидов универсальный дизайн определяется как дизайн предметов, обстановки, программ, услуг, призванный сделать их максимально в возможной степени пригодными для использования для всех людей абсолютно. Таким образом, надо понимать, что универсальный дизайн при этом не исключает и ассистивные, то есть вспомогательные устройства для конкретных групп инвалидов, если это необходимо. В целом же универсальный дизайн направлен на то, чтобы сделать удобно для всех людей, независимо, имеют они статус инвалида или нет. А разумное приспособление у нас определяется как внесение, когда это нужно, и в конкретном случае необходимых и подходящих модификаций и корректиров, не требующих, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем для организации в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими людьми равных прав и возможностей. Разумное приспособление у нас заключается в том, что деятельность любой организации, независимо от ее правовой формы, приспосабливается для инвалидов двумя способами. Это обеспечение у нас доступности зданий и сооружений данной организации путем оборудования пандусами, широкими дверными проемами, надписями на шрифте Брайля и так далее, что в принципе в последнее время у нас активно и происходит, и происходило. И второе у нас это обеспечение доступности для инвалидов прежде всего услуг конкретной организации путем изменения порядка их предоставления, оказания инвалидам дополнительной помощи при их получении. По второму способу, начиная, наверное, с прошлого года, идет рекомендация, что это менее затратно, чем обеспечить полностью доступность. И в первую очередь мы, наверное, должны с вами предоставлять больше услуги, делать упор на услуги, на предоставление услуги конкретной организации, и потом уже потихоньку по возможностям организации адаптировать саму организацию к маломобильным группам населения.
Таким образом, значит, вы, наверное, уже поняли, что с помощью разумного приспособления у нас и формируется доступная среда для инвалидов. Ну, а теперь мы немножко познакомимся еще с одним таким термином. Это объект социальной инфраструктуры. Он встречается и в документах, и кто-то уже сталкивался с разработкой паспорта доступности объекта и так далее. Что это такое? Это организация или часть ее, это может быть структурное подразделение, филиал, которое является поставщиком определенных услуг, одну или несколько, которое занимает определенный объект недвижимости с прилегающим к нему участком, если есть его наличие и он закреплен за организацией. Одна организация или учреждение может у нас занимать как один объект недвижимости полностью, может занимать его часть, а также несколько объектов недвижимости. И на одном у нас объекте оси, да, недвижимости может располагаться также несколько организаций. Оси классифицируются у нас в соответствии с ведомственной или отраслевой принадлежностью. То есть у нас есть объекты здравоохранения, объекты образования, объекты социальной защиты населения, объекты физической культуры и спорта и так далее. Так вот, на каждом объекте, на каждом оси выделяют 6 основных структурно-функциональных зон или частей объекта социальной инфраструктуры, которые подлежат адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения. То есть это те основные зоны, которые мы с вами и обследуем при составлении паспорта доступности объекта. Да? Кто сталкивался, тот уже понимает. То есть это те зоны, на которые нам нужно обратить внимание, обследовать и сделать так, чтобы они у нас были адаптированы. Значит, какие это зоны? Это территория, прилегающая к зданию или участок, входы в здание, пути движения внутри здания. Самая основная зона – это у нас зона целевого назначения, то есть, собственно, куда у нас приходит инвалид за получение услуги. Это санитарно-гигиенические помещения и система информации на объекте. Вот сейчас в следующих слайдах мы с вами подробно и рассмотрим, какие же у нас требования предъявляются при адаптации зон. Итак, первая у нас зона – территория, прилегающая к зданию. Но одно из основных требований к данной зоне – это наличие хотя бы одного входа и въезда на территорию объекта, который будет приспособлен для маломобильных групп населения. Также наличие путей движения для маломобильных групп населения, да, транспортных, пешеходных, может быть их совмещение, это если, например, территория большая, да, объекта и так далее. Беспрепятственное и удобное передвижение по участку до здания, если у нас этот участок имеется, да, и информационная поддержка на всех путях движения. Обязательно у нас наличие выделенных и маркированных мест хотя бы одного для транспорта инвалидов. Ну и рекомендуется, если территория обширная, соответственно, наличие мест отдыха. То есть какие-либо лавочки, может быть, небольшие такие. Теперь рассмотрим немножко еще поконкретнее. Итак, вход у нас на территорию. Территория у нас объекта должна быть оборудована доступными элементами информации на объект. Вот у себя на слайде вы видите, например, вот такую тактильную мнемосхему. Вот. Как вы, наверное, уже знаете, такие мнемосхемы у нас как бы рекомендуется ставить для людей с нарушениями зрения. И тут вот на ней изображен прямо весь план объекта. Если большая особенно территория, это актуально. Вот куда пройти и так далее. Не допускается у нас при входе на территорию применение непрозрачных калиток каких-то, на навесных петлях, двухстороннего действия. Не допускается также калитки с вращающимися полотнами или турникеты. Вот на слайде как раз вот у себя видите. Пути движения у нас по территории. Значит, из основных таких требований, что поверхность пути должна быть ровной, отсутствовать насыпные и крупнозернистые материалы. При наличии бетонных плит должна быть ровная укладка, толщина между плитами не более 1,5 сантиметра. То есть они должны быть достаточно плотно уложены. Высота бордюров по краям пешеходных путей не менее 5 сантиметров. Ширина пути движения не менее 1,80 м, ну, при возможности. Это особенно у нас актуально для людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Для того, чтобы, если два таких человека встретятся, они смогли разъехаться на пути движения по территории.
Тактильные средства информации на покрытии пешеходных путей у нас должны располагаться не менее чем за 0,8 метра до объекта информации, в начале, например, опасного участка, если это меняется направление движения и так далее. Как вы понимаете, это у нас актуально для людей с нарушениями зрения. Ну, если имеются подземные и надземные переходы, то должны они оборудоваться пандусами или подъемными устройствами. Вот вы у себя на слайде как раз это и видите. Уклон пути поперечный должен составлять у нас 1-2% и продольный не более 5%. Соответственно, бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, которая предназначена для пешеходов. Недопустимо их выход на проезжую часть. Лестницы и пандусы наружные. Ну, к лестницам и пандусам в целом можно сказать, что предъявляются требования одинаковые, как к наружным лестницам, пандусам, так и к тем, которые находятся внутри здания. Поэтому перечислим. Лестницы у нас обязательно должны дублироваться пандусом. Ступени у лестниц должны быть одинаковой формы. Поручни лестниц должны быть с двух сторон на высоте где-то 0,9 метра, а в дошкольных учреждениях еще и 0,5 метра. И завершающие у нас части поручней должны у нас выдвигаться на 30 сантиметров за марш лестницы. Ступени должны сплошные быть, ровные, без выступов, соответственно, с шероховатой поверхностью. Ширина марша лестницы не менее 1,5 метра должна быть. Если бывает в учреждениях, вот на слайде вы все видите, широкая лестница, больше 2,5 метров, тогда рекомендуется посередине ставить дополнительный разделительный поручень. Пандус, значит, высота у нас одного подъема марша пандуса до 0,8 метров, это если уклон у нас 8%. Если у нас уклон до 10%, то высота одного у нас подъема марша до 0,2 метра. Ширина пандуса не менее 1 метра. Должны быть горизонтальные площадки разворотные после каждого марша. Глубина площадки должна быть не менее 1,5 метров. Ну и, соответственно, завершающие части пандуса должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 метра. Это вот поручни. Требования, предъявляемые к автостоянкам, значит, и парковкам. Это мы с вами еще рассматриваем всю первую зону, территорию. Площадки, значит, для остановок специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 метров от входа в общественное здание. Зоны же для парковки, стоянки автомобилей инвалида должны быть шириной не менее 3,5 метров, обозначены должны быть знаками, вы видите у себя на слайде, в горизонтальной, значит, поверхности и вертикальной, и находиться вблизи от входа, не далее 50 метров. Количество мест для транспорта инвалидов рассчитывается специальной формулы, но, как правило, должно занимать не менее 10% от всех мест парковки, но не менее 1. Если имеется у нас парковка, 1 место у нас должно быть выделено под автотранспорт инвалидов. Зона вторая у нас, на которую мы обращаем внимание при обследовании, это вход в здание. Основными требованиями к данной зоне является наличие в здании как минимум 1 входа, доступного для всех категорий инвалидов. При наличии нескольких входов в здание обычно выбирается тот вход, который максимально приближен к уровню земли. Таким образом, мы с вами избежим строительства лишних пандусов или еще каких-либо там сооружений. Значит, к зоне 2, к основным функционально-планировочным элементам у нас относятся, то есть на что мы будем с вами обращать внимание при обследовании зоны. Это лестница наружная, пандус наружный, входная площадка перед дверью, если имеется, сама дверь входная, и тамбур. Тамбур тоже у нас, если имеется. При входе с уровня поверхности земли, у нас с вами могут отсутствовать такие элементы, как лестница, пандус, входная площадка. Поэтому, если они отсутствуют, значит, мы их с вами не обследуем. Теперь поговорим. Лестница наружная при входе в здание. Конкретно уже будем по элементам с вами разбирать. Как я уже говорила, что у нас требования, они одинаковые к лестницам. Ширина марша у нас должна быть не менее 1,35 м. При ширине марша 2,5 метра уже требуется дополнительный разделительный поручень посередине. Значит, первая и последняя ступень у нас должна быть контрастно окрашена. Обязательно поручни с двух сторон
на высоте 0,9 метров, да, если это у нас детские учреждения дошкольные, то еще и 0,5 метра. Ну и завершающие части поручни должны быть длиннее на 30 сантиметров. Пандус наружный, значит, при входе в здание. Высота у нас одного подъема до 0,8 метра, да, если у нас уклон 8%, и 0,2 метра при уклоне более 10%. Значит, если у нас пандус, вот в интернете очень много формул по расчету пандуса, да, можно там довольно легко рассчитать, даже своеобразные такие есть, как калькуляторы. Забиваете высоту своего крыльца, допустим, и вам выдается длина, сколько у вас должен метров быть пандус. Так вот, если у нас пандус длиной расчетной получается 36 метров, да, и более, и высотой более 3 метров, ну, бывают высокие крыльца, то тогда уже рекомендуется у нас заменять, делать уже не пандус строить, а приобретать подъемное устройство. Значит, ширина пандуса не менее 1 метра. Также с двух сторон у нас должны быть поручни у пандуса, да, на высоте 0,9 метра и 0,5, если, например, это детское учреждение дошкольное. Завершающие части поручней должны также выступать на 30 сантиметров. Ну вот на слайдах вы видите примеры как бы пандуса. Входная площадка. Ну, значит, размеры площадки у нас должны быть: глубина не менее 1,20 м при открывании двери от себя и не менее 1,5 метров, если дверь открывается к себе. Ширина площадки должна быть не менее 1,5 метров. Ну, к основным таким требованиям у нас что еще может сюда относиться? Что поверхность площадки должна быть твердая, не скользкая к намоканию, да? Может быть подогрев, да? Сверху может быть у нас навес, водоотвод. Если устанавливаются дренажные водосборные решетки, должны они у нас устанавливаться за подлицо. То есть никаких выступающих частей на входной площадке быть не должно. Все должно быть ровненько. Входная дверь. Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать у нас автоматическими, но могут быть ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемые, иметь символ, указывающий на их доступность. Да? Целесообразно, может быть, применять, если есть возможность, автоматические распашные или раздвижные двери. Значит, основным требованием и к входной двери, и вообще к дверям, которые мы будем рассматривать, которые находятся внутри здания, является то, что ширина у нас проема этих дверей в свету должна быть 0,9 метров. Это очень важно у нас для людей, которые передвигаются на инвалидной коляске. Просто если будет меньше, уже будет проблема проехать в дверной проем. То есть к вам попасть уже он не сможет. Контрольные устройства должны быть приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект. Да? То есть, опять же, повторюсь, у нас не должны быть никаких... На слайде, вот видите, внизу у вас будет фотография, пропускная система, как называется, турникет. Вот. И рядом вот такая вот как бы калиточка, куда может инвалид на коляске, да, проехать, потому что через турникет он просто-напросто не пройдет. Значит, порог у нас отсутствует, либо не более 1 сантиметра должен быть. Прозрачные двери и ограждения из ударопрочного должны быть материала с яркой контрастной маркировкой на уровне где-то 1,20 м до 1,5 метра от поверхности пешеходного пути. Да? Желательно дверные наличники или края дверного полотна окрашивать в контрастные цвета. Ну вот на фотографии видите, здесь вот ручка выкрашена в желтый цвет, и, соответственно, на прозрачной двери у нас кружочек желтый. Вот, это очень важно для людей с нарушениями зрения, чтобы они видели, опознавали, что это препятствие и это дверь. Не допускаются у нас вращающие двери, не допускаются у нас турникеты. Значит, и если дверь у нас вот как бы прозрачная, полотно двери в нижней части до высоты где-то 30 сантиметров должно быть закрыто противоударной лентой или полотной, ну, чтобы просто не разбилось. Значит, немножко расскажу о тамбуре, если имеется этот элемент. Значит, что там важно? Во-первых, покрытие пола у нас твердое, дренажные водосборные решетки у нас устанавливаются за подлицо в полу. Глубина при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2 метров 30 и при ширине не менее 1,5 метров. То есть тамбур достаточно должен быть такой большой. При глубине тамбура менее 1,80 м
до 1,5 метра, если реконструкция, то ширина должна быть не менее 2 метров. Следующая у нас зона 3 – это пути движения внутри здания. Сюда же относятся в том числе пути эвакуации. К основным функционально-планировочным элементам зоны 3 у нас с вами относятся коридор, может быть вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, в зависимости от особенностей здания, лестницы, которые у нас проходят внутри здания, пандус внутри здания, опять же, если есть, да, например, в учреждениях здравоохранения, при больших переходах, да, там, конечно, пандусы внутри здания присутствуют. Лифт пассажирский, опять же, если имеется, да, это может быть подъемник еще, двери и пути эвакуации. Значит, на что мы обращаем внимание? В этой зоне для нас важно определить наиболее рациональный, короткий, удобный путь к зоне целевого назначения, к зоне 4. Вот. Желательно наличие зоны отдыха на каждом доступном для маломобильных групп населения этаже, где-то на 2-3 места, то есть небольшой такой уголок, чтобы можно было отдохнуть. Ну и в местах отдыха, соответственно, желательно предусмотреть не менее одного места для инвалида, который передвигается в кресле-коляске или пользуется костылями, тростью, ну и также для его сопровождающего. Рассматриваем дальше. Значит, итак, перед нами коридор. Ширина пути движения у нас в чистоте в коридоре должна быть не менее 1,5 метров. Допускается, понятно, что у нас не все здания могут похвастаться с такой шириной коридора, поэтому допускается, если у нас ширина коридоров как бы узкая, да, то надо тогда делать какие-то своего рода разъездные карманы. То есть небольшие такие зоны, вот, в которых можно разминуться. Например, если идет человек, да, и навстречу ему едет человек на инвалидной коляске, соответственно, с помощью вот такого кармана зоны они могут спокойно разойтись и друг другу как бы не помешать двигаться в нужном им направлении. Зона для самостоятельного разворота у нас инвалидов в кресле коляски должна быть не менее 1,40 метра в диаметре, то есть это карманы должны быть такие достаточно большие, то есть не менее 2 метров глубиной, да, и шириной 1,80 метра. Значит, в помещениях, которые у нас доступны для инвалидов, не допускается применять ворсовые ковры с высотой ворса более 1 сантиметр. Если такие ковры встречаются, но бывают с более коротким ворсом, да, то ковровое покрытие на путях движения должны быть очень хорошо закреплены. Особенно на стыках полотен, чтобы просто люди, тут и нормальный-то человек о них может запинаться, да, а для маломобильных групп населения это представляет собой дополнительную трудность при передвижении. Должна быть предупредительная информация о препятствии, это перед дверными проемами и входами на лестницы, пандусы, перед поворотом коммуникационных путей, там, например, коридор поворачивает, да, еще как-то. Она должна у нас располагаться на расстоянии 60 сантиметров до объекта информации, и она у нас может быть визуальная, вот вы на слайдах у себя видите, в виде контрастно окрашенной поверхности, либо это световые могут быть маячки, а также тактильные. Тактильные — это вот рифленые поверхности могут быть. Лестница внутри здания. Ну, к лестницам у нас требования как бы одинаковые. Хотелось бы только обратить внимание, что вот у вас на слайде вы видите лестницу внутри здания. Обратите внимание, на лестнице внутри здания перила идут с 2 сторон. Это обязательно. Есть просто у нас, например, лестница примыкает как бы к стене, получается, перила ставят с одной стороны, соответственно, с другой стороны уже невозможно ни подняться, ни спуститься. Но это у нас обычно очень актуально для людей, которые передвигаются с помощью трости. У них бывает какая-то сторона либо левая, либо правая более сильнее, да, и, ну, как бы опорно являться, соответственно, ему нужно перила либо справа, либо слева. Это как бы такое вот основное. Обязательно поручни, как я уже сказала, да, на высоте 0,9, и в дошкольных учреждениях это 0,5. Завершающие части у нас поручни должны выдвигаться на 30 сантиметров, чтобы за них можно было захватиться и подтянуться. Ну и рельефное обозначение этажей. Это такие специальные как бы наклеечки, если они прямо бывают на поручни наклеиваются, и человек, когда идет, это человек с нарушениями зрения, он за счет того, что чувствует рукой, как бы понимает, что какой это этаж. Пандусы внутри здания.
Ну, как бы требования такие же, как и к наружным у нас пандусам, да, то есть у нас должна быть ширина здесь пандуса не менее метра, а обязательно должны быть поручни с двух сторон, также выступать на 30 сантиметров, бортики должны быть обязательно не менее 5 сантиметров, да, ну и из таких вот обязательных еще как бы условий поверхность самого марша пандуса, она должна контрастировать визуально с горизонтальной поверхностью. Вот у вас на слайдах вы видите, они немножко отличаются цветом. Лифты и подъемники, значит, но опять мы обследуем, если они у нас имеются в здании. Если не имеется, значит, этот элемент мы не обследуем. Внутренние размеры, то есть ширина и глубина кабинки лифта могут быть 1,10 на 1,40 м, либо 1,70 на 1,5 метра. Обязательно информирующая сигнализация световая и звуковая у каждой двери лифта. У каждого лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть тактильные указатели уровня этажа. Напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 метра должно быть цифровое обозначение, какой это этаж. Вот. Должна быть обязательно двухсторонняя связь из кабины лифта с диспетчером и аварийное освещение. Ну, ширина дверного проема самой вот этой лифтовой кабинки должна быть не менее 90 сантиметров, и перепад высот отсутствует, либо очень-очень небольшой, до 1 сантиметра, ну, до 1,5 сантиметров, скажем так. Двери внутри помещений. Ну, основные у нас требования к дверям, чтобы они у нас были не менее 90 сантиметров, когда мы их открываем, да, в просвет. И обратите внимание, информирующее обозначение помещений. У нас располагается рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,40 м до 1,75 м, которая обязательно дублируется рельефными знаками. Следующая у нас зона, это, пожалуй, у нас зона основная, это зона целевого назначения объекта, то есть непосредственно зона, где у нас маломобильные группы населения получают какую-либо услугу. Значит, это может быть место предоставления услуги, место приложения труда, может быть место получения образования, ну, либо место жительства, то есть жилые помещения. Места целевого назначения у нас могут быть универсальными для обслуживания абсолютно всех категорий населения, да, посетителей, либо выделены специалистами для инвалидов и других маломобильных групп населения. Тогда надо обязательно вблизи входов. Должно быть наличие информирующих обозначений помещений, в том числе дублирование у нас рельефными знаками, да, рядом с дверью, со стороны дверной ручки, как я уже вот рассказывала, да, на высоте от 1,40 м до 1,75 м и дублироваться рельефными знаками. Специальные требования. Значит, если это будет помещение, где у нас будут получать услуги инвалиды на креслах-колясках, то размещают, как правило, на уровне входа, то есть где-то на первом этаже, поближе к входу. При ином размещении помещений, кроме лестниц, предусматривают тогда пандусы, подъемные платформы, лифты и так далее, другие приспособления. Ну, с учетом у нас целевого назначения у нас могут быть выделены следующие виды мест назначения, варианты зоны 4, так называемые. Это зона обслуживания граждан, это будет место приложения труда и жилые помещения. Но сегодня мы с вами в основном будем рассматривать зону обслуживания граждан. Она может быть представлена в различных формах, соответственно, и в ней выделяются различные функциональные планировочные элементы и параметры их доступности. С точки зрения архитектурно-планировочных и организационных решений, они могут быть, значит, такие. Это у нас может быть кабинетная форма обслуживания, зальная форма обслуживания, прилавочная форма обслуживания, форма обслуживания с перемещением по маршруту и кабины индивидуального обслуживания. Значит, ну мы вот сейчас с вами их подробненько все и как бы рассмотрим, формы. Значит, кабинетная форма обслуживания. Ну, это у нас как бы представлена такая форма в большей части как бы наших зданий, помещений и так далее, да. Значит, основное, что здесь у нас? Во-первых, ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 метров, да. Обязательно внутри кабинета должна быть зона для самостоятельного разворота, если к вам пришел инвалид на кресле коляски, да, не менее 1,40 м в диаметре. Подходы к мебели, к оборудованию должны быть, значит, не менее 0,9 метров, то есть расстояние, да, между мебелью, свободное пространство не менее 0,9 на 1,5.
Вот. Ну и высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования, если к вам пришел человек на коляске, не более 0,8 метра. Зальная форма обслуживания, она у нас в основном представлена в учреждениях культуры, это театральные, концертные залы, да, могут быть и объекты транспортной инфраструктуры, это залы ожидания у нас, ну и спортивные объекты. Что у нас здесь главное, что из универсальных требований, что места для инвалидов должны быть в доступной для них зоне зала, обеспечивающие полноценное восприятие, демонстрацию там, зрелищных и так далее программ каких-то, материалов. Значит, если это какая-то столовая, то должен быть удобный прием пищи. В зальных помещениях не менее 2 рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода маломобильных групп населения. Ну, свободные площадки у нас должны быть. Ширина в свету должна быть у них 1,80 м обязательно перед эстрадой, да, и в конце зала, ближе к выходу должна быть свободная площадка. Вот. Ну, это из основного. Специальное у нас требование, это у нас для людей, у которых нарушение слуха, это может быть вмонтированы системы индивидуального прослушивания, да, чтобы они могли. Либо это могут быть места для таких людей, которые размещаются на расстоянии не более 10 метров от источника звука, либо они оборудуются специальными приборами усиления звука и так далее, ну, из основных таких. Следующая у нас форма обслуживания, это у нас прилавочная. Ну, она также представлена у нас чаще всего в учреждениях культуры, это различные кассы, кинотеатры, там, театры и так далее, ну и на объектах транспортной инфраструктуры. Значит, в основном, что у нас должно быть? Во-первых, тут в основном будут специальные требования для инвалидов, которые передвигаются на креслах-колясках. Для них как бы более-менее должно быть удобно. Это свободное пространство около столов, да, не менее вот 0,9 метра на 1,5. Значит, зона для самостоятельного разворота, опять же, должна быть. И зона досягаемости приборов, то есть это каких-то, ну, другого оборудования, то есть высота от пола где-то на 0,3 метра, либо до 1,40 м. Ну, соответственно, если это какая-то касса, то у нас прилавок понижается, да, немножко, он становится у нас где-то 0,8 метра. Это из основных. Так, форма обслуживания с перемещением по маршруту. Ну, такая вот форма в основном у нас где представлена? Это магазины самообслуживания, это библиотеки, могут быть музеи, ну, также вокзальные какие-то комплексы, аэропорты. Из основного здесь, опять же, очень важно размеры свободного пространства, да, между стеллажами, чтобы было не впритык, а желательно не менее 0,9 метра. Вот, ширина пути движения в чистоте должна быть не менее 1,5 метров. Вот, желательно, конечно, побольше. Вот. Ну и в помещениях с оборудованием у нас ширина пути движения должна быть где-то 1,20 м. Подходы к мебели должны быть и к оборудованию. Вот. Ну и обязательно зона для самостоятельного разворота. Ну и последний у нас с вами это кабинка индивидуального обслуживания. Это в основном у нас представлены примерочные кабины, да, кабины для голосования, фото. Значит, основные требования вы видите у себя на слайдах. Значит, из универсальных требований такое, что должен быть двухсторонняя связь, должна быть с диспетчером или с дежурным, ну или кнопка вызова. Остальные как бы вот увидите у себя на слайде, уже говорить не буду. Следующая у нас зона – это санитарно-гигиенические помещения. Ну, сюда у нас относится туалетная комната, душевые, ванные, ну и бытовая комната, гардеробная, ну, если имеется. Но, как правило, должно быть на объекте, на одном оси, как минимум, по правилам, по стандартам, одна универсальная кабина для маломобильных групп населения. То есть, в том числе, она должна быть доступна и для пользователей, которые передвигаются на креслах-коляске. Размер универсальной кабины должен быть где-то ширина 1,65 м и 1,80 м глубина. Рядом с унитазом у нас должно быть пространство для размещения кресла-коляски где-то 75 сантиметров. Должны быть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Помимо этого иметься должна двухсторонняя связь с диспетчером или кнопка вызова, ну и, соответственно, аварийное освещение. Кроме этого, в туалетных комнатах рекомендуется использовать водопроводные краны рычажного или нажимного действия, может быть даже управляемые электронными какими-то системами. Вот. Управление спуском воды в унитазе должно быть на боковой
стороне, как бы стене кабины, это как бы удобнее. Ну, соответственно, разнообразные поручни, штанги, поворотно-откидные сиденья и так далее. Вот вы у себя видите на слайде схематически, что где должно располагаться в таких кабинах. Душевая кабина расскажу немножко. Значит, ну, параметры душевых кабин должны быть либо 1,80 на 1,80 м, если они закрытые. Если открытые со сквозным проходом, то 1,20 на 0,9 м. Ну и помимо этого на оси должно иметься не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов на кресле-коляске, которые, да, с учетом подъезда. Вот вы видите у себя на слайде одну из таких вот кабинок. Значит, чем характерно? В ней имеются вот поручни, имеется сиденье, вот, для того, чтобы как бы человек мог пересесть с инвалидной коляски на сиденье и помыться. Значит, душ с гибким шлангом на вертикальной стойке. Ну и в душевой кабине целесообразно предусматривать подставку для ног, для мытья ног, полочку для мыла, там, мочалки и так далее. Да? Ну, пол ванны должен быть на одном уровне обязательно с полом помещения, то есть никаких порогов у нас не допускается. На дне ванны обязательно резиновый коврик. Ну, соответственно, как и у нас санузлы, ванные и душевые комнаты должны оборудоваться сигнальной кнопкой экстренного вызова на случай мало ли чего. Ну и последняя у нас зона – это система информации на объекте. Такая зона, она как бы визуально мы ее не видим, заходя на объект, она у нас как бы размещается на всех зонах, да? Значит, сюда отнесены устройства, средства информации, связи, их системы. Ну, с учетом особых требований к ним, значит, система информации у нас должна представляться как бы в виде 3 видов устройств. То есть должны быть визуальные у нас средства, акустические и тактильные. Самое основное, что она должна обеспечивать, это непрерывность информации на всех путях движения для маломобильных групп населения, своевременное ориентирование, обознание объектов и предусматривать возможность получения информации как о предоставляемых услугах у нас на объекте, да, так и о размещении и назначении функциональных элементов, о расположении путей эвакуации и так далее. Значит, основное, что хочется сказать, что системы информации, они должны быть у нас комплексными на объекте для всех категорий инвалидов, визуальные, звуковые, тактильные. Знаки, символы должны быть идентичными в пределах здания, то есть если вы выбрали, что у вас будут все наклейки, черные символы на желтом фоне, то есть во всем здании тогда должны быть такие как бы наклейки. Но из перечисленных 6 как бы функциональных зон основными, которые обеспечивают досягаемость мест основного назначения, то есть там, где мы получаем услугу, для чего мы посещаем объект, это у нас 3 зоны. Это вход в здание, пути движения внутри здания и непосредственно зона целевого назначения. Оставшиеся у нас 3 зоны, да, они у нас больше выступают как бы обеспечивают дополнительные критерии доступности. Да? Сюда у нас относятся, как мы понимаем, там территория, санитарно-гигиенические помещения, да, и система как бы информации. Значит, сейчас я вам покажу вот слайд следующий. Здесь вот изображены системы вызова персонала, ошибки при монтаже. В последнее время, значит, ну, в связи с программой «Доступная среда» и так далее, значит, повально почти везде, да, наверное, уже почти в каждом здании, да, у нас устанавливаются кнопки вызова персонала. Вот. Это так называемое оказание, ситуационная помощь. То есть инвалид подъезжает к этой кнопке, нажимает, и персонал выходит и помогает ему, соответственно, добраться до зоны целевого назначения. Но вот здесь вы видите ошибки. Каким образом? Значит, вот на одной из фотографий вы видите, что налеплено несколько кнопок вызова, то есть непонятно вообще, какая работа не работает, вообще куда чего жать. И на второй фотографии вы видите, что кнопка вызова вроде как одна, но нету, во-первых, пиктограммы о том, что это кнопка вызова, во-вторых, она далековато от входа. Значит, и вот следующий слайдик я вам покажу, что правильный монтаж кнопки. Смотрите, одна кнопка, одна пиктограмма и желательно рядом со входом. Но это чтобы как бы не допускали ошибок, очень часто встречается. Значит, таким образом у нас в зависимости
и от количества инвалидов, которые приходят к вам на объект, да, от финансовых возможностей и так далее, мы с вами можем предусмотреть один из двух вариантов организации доступности. Это вариант А, вот вы видите у себя схематично, что это такое? Это когда доступно для инвалида любое помещение в здании, на любом этаже, то есть вообще, вот он зашел, все, и он пошел, куда ему надо и зачем надо. И вариант у нас Б есть. Это когда выделено, как правило, это на уровне входной группы, входной площадки, специальные помещения, да, зоны или блоки, где у нас все приспособлено и оборудовано для того, чтобы обслуживать инвалидов. Здесь может быть, как бы в данном случае, быть зона выделена, например, только для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, значит, обслуживаться только там будет, да, а остальные как бы могут сами там добраться, а может быть и для всех. То есть тут и так, и так. Ну вот, наверное, у нас в принципе и все. Что я как бы хотела, да, сказать. Да, спасибо большое, Оксана Андреевна, прошу прощения, да? Достаточно интересная информация. Вот такой бы вопрос хотелось задать. Очень замечательно, как бы все рассказано там по метражу, по всему. Скажите, пожалуйста, если это, допустим, объект образовательной организации, то в принципе вот эти вот нормативы, они применимы к образовательной организации? Дело в том, что в принципе в соответствии вот с СП 59 сейчас, да, они как бы это стандартные. Нету такого, чтобы к образовательной организации применялись какие-то, ну, специальные. Там, может быть, там за каким-то малым исключением. Даже я вот уже говорила, да, что поручни, если у нас детки учатся, их пониже мы делаем. То есть все для того, чтобы делать как бы доступность вот эту. А основные требования, они единые абсолютно. То есть абсолютно единые требования. Можно поэтому найти. как бы можно как бы обосноваться, да, вот как бы взять за основу, да, предложенные. За основу можно взять. Варианты. Здесь я рассказала конкретно по зонам, на что обращать внимание у нас, да, когда мы обследуем эти зоны. И вот у нас следующий вебинар будет, мы будем уже составлять сам паспорт доступности по бланкам, будем разбирать, как это, чего и куда заполнять, и чтобы просто понимали, что вот мы ее обследовали, а дальше что с ними делать, с этими данными, как понять, доступно у тебя учреждение, либо недоступно. Вот ну, спасибо большое, Оксана Андреевна, очень интересно, я думаю, что это очень полезно, тем более сейчас это очень актуально, да, для наших педагогов и вообще для образования, поскольку возникают достаточно серьезные вопросы, да, в этом направлении, инклюзия, опять же таки, да, которая нам дает как бы направление работать по доступной среде. И еще раз, да, уважаемые педагоги и руководители, хочу вам напомнить, что под видеотрансляцией представлена ссылочка, да, на тест по сегодняшнему вебинару, поэтому проходите, пожалуйста, смотрите, выполняйте и ждем вас на следующий вебинар. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Следующий будет в пятницу. Да. Тоже так, где-то с 2 будет 5.